Ну, знаете, я не помню ни одного раза, когда бы Европейский Союз принимал решение, в котором нет ну, очень четкой аргументации. И я не помню ситуации, при которой Европейский Союз говорил откровенную неправду. Поэтому, когда мы слышим мнение Европейского Союза, когда мы слышим мнение Украины и нас, украинцев, которое также отображается и в предыдущей украинской власти, и в нынешней, нынешней власти украинской, мы понимаем, что неправду говорит, наверное, вот та сторона, которая только что звучала. И очевидно, что она не заинтересована в том, чтобы конфликт на Донбассе решался. Ей этот конфликт нужен для того, чтобы иметь рычаг управления ситуацией в Украине. А в чем лукавство Путина? Ну, мы только что с вами говорили о том, что Российская Федерация не заинтересована оканчивать конфликт на Донбассе. Ну, для того, чтобы его не заканчивать, нужно обвинить другую сторону, ну, в частности, украинскую сторону, в том, что Украина не выполняет своих договоренностей и не выполняет Минские соглашения. Но очевидно, что это не так. Очевидно, что Украина выполняет Минские соглашения, и Украина постоянно идет на инициативы, которые предлагаются Российской Федерации для того, чтобы Российская Федерация способствовала выполнению и самой собой, и боевиками, которые сидят там на Донбассе, чтобы эти Минские соглашения выполнялись. Ну вот уже много раз звучало мнение, в том числе о том, что вот идти на какие-то инициативы, которые предлагает Россия, идти на какие-то уступки и переговоры, это не совсем выигрышная позиция для Украины, вам не кажется? Но это, очевидно, невыигрышная позиция, потому что, опять же, почему Российская Федерация не заинтересована в окончании конфликта на Донбассе? Потому что это рычаг управления на Украину, на украинскую политику и на людей, занимающих руководящие должности в нашей стране. Соответственно, те предложения, которые будут звучать от Российской Федерации, будут направлены на то, чтобы украинская власть сделала ошибки, чтобы мы выполняли какие-то невыгодные для Украины новые действия либо же обязательства. И для Российской Федерации это очень выгодное положение. Она будет им пользоваться всегда, пока у нее будут для этого возможности. А есть ли какой-то механизм противодействия этому? Ну, чтобы это не было каким-то Да. замкнутым кругом, чтобы это из года в год не повторялось. Вы знаете, к сожалению, приходится вспоминать ситуацию с Берлинской стеной, которая стояла около 40 лет. И, ну, немножко меньше, конечно, но оккупирована была часть немецкой территории Советским Союзом около 40 лет. В том числе также были оккупированы территории Балтийских республик. И в какой-то момент Германия воссоединилась, и Балтийские республики получили свою независимость. Но прошло 40 лет. Поэтому, к сожалению, я не хочу никого огорчать, но сил у Российской Федерации хватит надолго. Значит Главное, ли... чтобы у нас хватило сил на то, чтобы всеми возможными политико-правовыми способами, политико-дипломатическими способами продолжать санкции против Российской Федерации, пока она не откажется от своих незаконных, неправомерных действий.